أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного. Воистину вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. И да благословит Аллах и приветствует Мухаммада, его семью и сподвижников, а затем. Уважаемые гости и присутствующие любимые братья, выпускники. Мир вам, милость Аллаха и его благословение. Я хотел бы вам дать несколько советов, завещая в первую очередь самому себе и всем присутствующим бояться Всевышнего Аллаха. Эти советы могут помочь вам в дальнейшем требовании знаний. И первый из этих советов – это необходимость увеличивания знаний. Дорогой брат, то, что ты получаешь диплом, это не означает, что ты получаешь знания. Это лишь ключ к получению знаний. Так делали наши шейхи, и такими мы их видели. Когда еще вчера мы получали наши дипломы, то шейхи нам дали лучший и самый своевременный совет. Они сказали: для нас диплом был ключом к требованию знаний. Этот диплом никогда не был для нас самим знанием. То, что у тебя есть диплом, это как знак того, что ты хочешь дальше получать знания и приобретать знания. Почему бы нет? Ведь Аллах сказал лучшему из творений, Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и говори: Господи, приумножь мои знания. И даже если Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, соединивший в себе знания первых и последних, на которого не спускалось откровение с небес, который не говорил по прихоти, а по внушаемому откровению, говорил: Господи, приумножь мои знания, то что же тогда можно сказать о нас? И не забывайте слова имама Аш-Шафии, да помилует его Аллах: требование знаний – лучшее из поклонений. Второй совет. Дорогой брат, никогда не занимайся делом шариатского положения, которого ты не знаешь. Имам Аш-Шафии, да будет доволен им Аллах, сказал: человеку запрещено заниматься делом, чьего хукма перед Аллахом он не знает. Он также упомянул, что относительно этого существует иджма, то есть единогласное мнение всех ученых. Аш-Шафии был одним из знающих о лицемерии и разногласии среди людей. И если он сказал это, то нам надлежит прислушаться к его совету. Всевышний Аллах говорит, разъясняя всю опасность совершения того, чей хукм ты еще не знаешь. Или же вы наговариваете на Аллаха то, чего не знаете. К одним из самых больших грехов относится случай, когда человек говорит об исламском шариате то, чего он не знает. Не забывай, что когда ты упоминаешь шариатский хукм, ты подписываешься под Аллахом, свят он и велик. Ты подписываешь хукм, ниспосланный с 7 небес, и завтра, в судный день, ты будешь спрошен за это. Что с тобой будет, если ты подпишешься вместо какого-то министра, имама или правителя, а сейчас же ты подписываешься вместо посланника Аллаха и подписываешься за Господа миров? Ученые даже написали книгу, которая называется «Имена подписывающихся». Это название иногда произносят как «Извещение о подписывающихся за Господом миров». Каждый раз, когда ты подписываешься, у тебя должен быть аргумент в судный день, и ты будешь спрошен за это, и не забывай об этом. Третье. Дорогой брат, приверженность сунне. Наш избранный пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: наступит такое время, когда человек, придерживающийся сунны, будет подобен человеку, сжимающему в руке горячий уголь. И обратите внимание, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, который сжимает в руке горящий уголь. Что значит сжимающий? В данном контексте хватающийся крепко и крепко держащийся. Он не сказал держащий в руке горячий уголь, а именно крепко сжимающий горячий уголь. Правда тяжела, правда горька и правды мало. Имам Ан-Навави, да пребудет над ним милость Всевышнего Аллаха, сказал: первые слова Фудайль ибн Айяда: пусть дорога истины не пугает тебя из-за того, что по ней идет малое количество людей. И пусть не обольщает тебя дорога лжи из-за того, как много на ней гибнущих людей. Эти слова имам Ан-Навави сказал в своей книге «Аль-Аскар». Он постоянно повторял эти слова из-за того, что они очень важны. Ведь он жил в то время, когда многие причисляли себя к ученым.
Смотри же на истину. Надо смотреть не на большее количество людей, а на истину. Поэтому он и сказал: пусть дорога истины не пугает тебя, по причине того, что идущих по ней мало. Будь для других примером человека, который придерживается истины, и не будь примером того, кто следует лжи. Наш избранный пророк, да благословит его Аллах, приветствует, говорит: не пропадет таифа из моей уммы. И филологи сказали, что слово таифа можно перевести как группу людей, а также и одного человека. Словом таифа можно назвать как группу людей, так и одного человека. Отсюда ученые взяли доказательства о сообщении одного человека. Если таиф из вас, то есть один человек и больше, одна таифа, группа людей или даже один человек из моей уммы будет продолжать побеждать в борьбе за истину и не сможет навредить им тот, кто подведет их и оставит без поддержки. Это свидетельство от пророка Аль-Мустафы. Он говорит только истину. Он сказал, что не сможет навредить тот, кто подведет их, пока ты на сунне, пока ты придерживаешься сунны. Не забывай, что прозвищем нашего имама Аш-Шафии, было помощник сунны, Насыру сунна. Не забывай, поэтому Аль-Хафиз Ибн Хаджар Аль-Аскаляни сказал, он говорит: я удивляюсь тому, кто относит себя к имаму Аш-Шафии и в то же время не следует сунне. Среди тех, кто относит себя к имаму Аш-Шафии, есть те, кто не уделяет внимания хадисам. Он говорит: я удивляюсь этим людям. Почему? Потому что он знал, каким знанием имам Аш-Шафии обладал в хадисах и в других шариатских науках. Ибн Хиббан приводит в своем сахихе хадис с достоверным иснадом. Ученые, наследники пророков. Ибн Хиббан, да помилует его Аллах, который также относится к шафиитским имамам, говорит: в этом хадисе содержится добрая весть от пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Для ученых по хадисам это те, кто занимается изучением хадисов. Знание пророка, да благословит его Аллах и приветствует, это его сунна и приверженность ей. Аят, который брат прочитал здесь, в тот день, когда одни лица побелеют, а другие лица почернеют, Ибн Аббас говорит: побелеют лица людей сунны из-за того, что они придерживались сунны. Почернеют же лица бидатчиков и нововведенцев из-за того, что они противоречили сунне. Это толкование не противоречит другим тафсирам этого аята, потому что куфр бывает общий, а бывает и частный, как сказали об этом ученые. Четвертое. Уважаемый брат, искренность в знаниях и делах. Не забывай, дорогой брат, что есть два условия принятия дел. Первое – это согласованность с шариатом, как об этом сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Тот, кто совершил дело, на которое не было нашего приказа, то оно будет отвергнуто. Кто совершил дело, то есть любое дело, какое бы ни было дело, любое дело, на которое не было бы нашего приказа, нашего закона, оно будет отвергнуто. Оно будет отвергнуто. Как сказали ученые, в таком деле будет несчастье. И это первое. Второе. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, передал. И это хадис Кудси, в котором Всевышний Аллах говорит: «Я меньше всего нуждаюсь в сотоварищах. Все дела того, кто предаст мне в сотоварищи в моем деле, будут отвергнуты». Это искренность. У принятия дела есть два условия: согласованность с шариатом и то, чтобы это дело было ради Аллаха. Аллах благой и принимает только благое. Воистину Аллах благой и принимает только благое. Так не забывай об этом, уважаемый брат. Не забывай и то, что знание сохраняется через соответствующие ему дела, а не само по себе. Знание сохраняется посредством дел. Такими мы знаем наших ученых Ахли Сунна. Знание хранится через дела, а сунна сохраняется путем следования ей. Пятое же – это любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха. Дорогой брат, чувство любви и ненависти естественны для человеческой природы. На всей земле ты не найдешь человека, который бы не любил что-то или кого-то, и который бы ненавидел бы что-то или кого-то. Человек создан таким, и это неизбежно. Однако, что нам нужно любить, и что нам следует ненавидеть? Мы должны любить следование сунне пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Ненависть же мы должны испытывать к нарушению сунны Аль-Мустафы, да благословит его Аллах и приветствует. Мы помним Ибн Аббаса и Хамзу. Они нам нравятся. Мы вспоминаем Абу Лягаба, и он нам не нравится. Почему? Разве все они не дяди пророка, да благословит его Аллах и приветствует? Почему?
Почему мы не скажем про Абу Лягаба или Абу Талиба? Да будет доволен ими Аллах. Почему мы не говорим это? Почему мы говорим эти слова про Ибн Аббаса и Хамзу? Почему мы любим их больше, чем других его дядей? Потому что они последовали за избранным пророком, да благословит его Аллах и приветствует. А те другие не последовали и ослушались его. Мы любим то, что любит Аллах, Азза ва Джаль. Врагов же пророка мы ненавидим. Передается от Ибн Аббаса, что наш избранный пророк, Аль-Мустафа, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: даже если ты будешь много делать намаз, много держать уразу, много совершать хадж и другие дела, приближающие к Аллаху, в то время как ты не испытал любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха, то ты не получишь удела от своих деяний. Это говорит Ибн Аббас, один из главных ученых нашей уммы, про которого пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сделал дуа: «О Аллах, даруй ему понимание в религии и научи его толкованию». На него опирается имам Аш-Шафии в своем тафсире. Необходимо, чтобы была любовь и ненависть ради Аллаха. И последний же совет, предпоследний. Уважаемый брат, согласие и разногласия неизбежны. Нет на земле такого человека, в котором бы у тебя не было расхождений и схождений. Будут люди, с кем ты будешь согласен, и будут люди, с которыми у тебя будут противоречия. Так пусть согласие и соединение будет происходить вокруг прочной верфи Аллаха. Пусть согласие и соединение будут вокруг прочной верфи Аллаха. Мы должны любить ради Аллаха любого, кто будет придерживаться прочной верфи Аллаха, даже если он будет черным эфиопским рабом. Если же тот, кто противится прочной верфи Аллаха, будет хашемитом и курайшитом, то мы должны ненавидеть его. Нет, даже идти наперекор ему. Зейнуль Абидин, да будет доволен им Всевышний Аллах, заплакал у Каабы, и ему сказали: «Помягче, о Абдулла, воистину Аллах очистил вас», то есть домочадцев пророка, от скверны. Он сказал: «Воистину Аллах подготовил рай для того, кто повиновался ему, даже если это будет эфиопский раб. И он подготовил ад для тех, кто ослушался его, даже если это будет хашемит и курайшит». Поэтому наша любовь должна быть с тем, кто следует Аль-Мустафе, да благословит его Аллах и приветствует. В достоверном хадисе говорится: «Не уверует из вас никто, пока его страсть, то есть то, что он любит, не будет согласовано с тем, чем пришел я». О важности любви в исламе наш избранный пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит Умару в известном и достоверном хадисе: «Не уверует из вас никто, пока я не буду для него любимей, чем его собственная душа, его имущество и дети». И когда Умар сказал ему: «Я люблю тебя больше, чем все остальное», пророк ответил: «Теперь ты уверовал, о Умар». Это касалось Умара. Каков же наш удел из этого хадиса? Если ты хочешь узнать свой удел из этого хадиса, вернись к самому себе. Если ты практикуешь сунну пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то ты любишь ее. Если же ты не любишь сунну и противоречишь ей, то тебе надо исправиться и взять отчет самого себя. Шестое и последнее – это сохранение знания. Уважаемый брат, требование знаний – это трудное дело. Да, так как это благородное дело. Оно очень трудное. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ни о ком не говорил, что ангелы покрывают их крыльями милости, кроме как про людей, которые требуют знания, потому что они занимаются благородным делом, и каждое благородное дело трудное. Добиться успеха в нем может только достойный. Аллах почтил вас знанием, так храните же его. Храните это знание и не теряйте его. Требование знаний трудно, но сохранение знания еще труднее. Как знание может быть сохранено? Во-первых, действием в соответствии с ним. Во-вторых, это не нести знания туда, куда не следует. Это не твое знание, а знание Аллаха и знание пророка. Это аманат на твоей шее. Аманат на твоей шее. Знание передавалось от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, с достоверным иснадом. И эти шейхи дали вам нести этот аманат. Так сохраните же его. Те люди сохранили знание и передали его вам. Они сняли свой аманат со своих шей и переложили его на ваши шеи. Так сохраните же его. Не теряйте его. Я хочу закончить свою речь словами, которые услышал от некоторых братьев. Я не хотел этого делать, но это необходимо, даже если это неприятно.
Есть имам в одной мечети, и один человек спрашивает, кто это? Ему отвечают, это имам без имана. Это имам без имана. Так он сказал по-русски. Субханаллах. Он не сказал это про этого конкретного имама. Он сказал это обо всех нас. Он сказал это обо всех нас и вас. Мы имамы без имана. Или же все-таки у нас в первую очередь есть иман, а затем уже мы имамы. Мы должны сами себе дать в этом отчет. Один из шейхов, да помилует его Аллах, он еще жив, говорил, что кто-то произносил подобные вещи. Брат, отчитайся сам перед собой. Ты услышал, как кто-то сказал про какого-то человека, но вначале отчитайся сам перед собой. Может быть, ты тоже относишься к таким людям. Ты можешь сказать это про другого человека, однако сам ты такой же, как и он. Я не рассказал это в качестве злословия. Я не знаю этого человека. Я сказал это лишь для того, чтобы вы поняли, что нужно начинать с себя. О, уважаемые, те, которые присутствуют здесь, что бы ни говорили, чтобы о вас не сказали имамы без имана, пусть иман будет на первом месте, а то, что мы имамы, на втором. Я прошу Аллаха, чтобы Он даровал нам всем успех. И в заключении я благодарю уважаемых алимов, уважаемых гостей и всех, кто занимается этим делом. История упоминает лишь единицы. История упоминает имама Ахмада, имама Шафи и других, но Аллах не забывает того, кого Он обучил буквам своей книги. Когда Саад ибн Аби Ваккас отправил к Умару посланника, чтобы сообщить ему о завоевании персов, Умар спросил его, кто пал шахидом? И вестник ответил, такой-то и такой-то, такой-то и другие люди, о повелитель правоверных, которых ты не знаешь. Умар заплакал. Люди спросили, почему он плачет? Ведь он их не знает. Он сказал, Господь Умара знает о них. Господь Умара знает о них. Поэтому Аллах будет знать о каждом, кто учится, будь он учителем, будь он рабочим или просто призывающим к истине. Разрешите мне упомянуть в конце о положении правдивого и праведного совета. Как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, религия — это наставление. Когда Сулейман бин Абдуль-Малик хотел назначить после себя халифа, он сказал Раджа бин Хайви, да пребудет над ним милость Аллаха. И он был одним из имамов табиинов по своему знанию и деяниям. Он спросил, о Раджа, кого ты считаешь подходящим для этого дела? Он сказал ему лишь одно слово — Умар. То есть Умар ибн Абдуль-Азиз. И Умар утруждал себя тем, чтобы вернуть халифат к тому состоянию, в котором он находился во времена правления 4 праведных халифов, без участия Раджи, который дал такой хороший совет. И хвала Аллаху, Господу миров.